Сплоченность, готовность к взаимной поддержке и железную волю к победе показали алданские школьники на соревнованиях муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница 2.0». В состязаниях приняли участие 14 команд, объединивших учеников средних и старших классов школ района. Задания оказались непростыми, а условия были максимально реалистичными. В нашей игре участвуют более 200 ребят. Это по разным возрастным категориям. Это начальное звено 1-4 класс, это 6-7 классы и 8-11. Настроение у всех боевое, у всех активность у нас очень хорошая, детей много. В целеустремленности, стойкости и решительности старшим товарищам ничуть не уступали ученики младших классов. В этой возрастной категории за победу боролись 6 команд. В 4 испытаниях ребятам требовалось показать как практические умения, так и теоретические знания. Настроение боевое, ребята все готовы. Я не знаю, жюри будет нашему сложно выбирать, потому что все команды подготовлены, причем хорошо подготовлены. Но еще очень сильно играет тот факт, что все-таки начальное звено, ребята маленькие, не хочется никого обидеть. Патриотическое воспитание в образовательных учреждениях Алданского района ведется обширно и разнопланово. Дети и подростки активно участвуют в масштабных соревнованиях районного, республиканского и российского уровней, а также присоединяются к различным акциям. Масса ярких событий проходит в каждой школе и в каждом садике. Во многих учебных заведениях организуются выставки и экспозиции. В феврале Музей славы открылся в детском саду «Чебурашка» поселка Ленинского. Входящий в его состав военный уголок хранит память о героях Великой Отечественной войны, а также о жителях поселка, участниках спецопераций. Патриотическое воспитание занимает самое первое место в воспитании детей дошкольного возраста и идет прям вот сплошной линией, как говорится, воспитание детей. Наряду с патриотическим воспитанием подрастающего поколения алданские педагоги уделяют большое внимание духовно-нравственному развитию ребят. Конкурс чтецов «Живая классика» любим не одним поколением алданцев. Сначала в богатство литературы погружались только школьники. Вскоре к ним присоединились дошколята. Конкурс начался же со школьников, да? А мы в 2015 году подумали, почему бы нам среди дошколят не провести, не организовать такой же конкурс. И вот организовали, и уже больше 10 лет, да, он с успехом идет на разных площадках, и количество детей с каждым годом все растет. Сначала было где-то 20, сейчас уже 40 детей, и уже второй год мы читаем семейное чтение. У нас есть такая номинация замечательная, с родителями, с мамочками, с папочками. Через слово к миру и согласию. Под таким названием «Живая классика» среди дошколят проходила в этом году. Одной из площадок проведения очного тура конкурса стал детский сад «Журавлик» поселка Нижний Куранах. Чудно переплетались стихотворные строки о красоте и щедрости природы, о дружбе народов и о любви к родному краю. Под легкий шелест с книжных страниц сходили красные девицы, храбрые молодцы и отважные герои. Мы в детском саду часто детям задаем стихотворение, заучивание. Вот. И проводим ежегодно в детском саду тоже живую классику. Все дети участвуют, учат на венгийском языке, и на якутском, и на русском. Ключевые темы живой классики в 2026 были посвящены Году единства народов и Году дошкольного образования. Каждое выступление становилось ярким и эмоциональным спектаклем. В очарование и волшебство поэзии слушатели погружались без остатка. Чтецы чувствовали себя вполне уверенно, а вот их педагоги волновались куда больше. Мы приготовили стихотворение «Ром». Как называется стихотворение? Стихотворение «С любовью к миру». Автор? Автор Лариса Кувшинова. Вот, ну старался, да, Ромочка? Старались, готовились. Как ты стихотворение рассказываешь? С душой. С душой. Будем рассказывать стихотворение с душой. В исполнении маленьких артистов звучали как известные не одному поколению строки, так и авторские произведения. Воспитанница «Журавлика» Таисия Пикалова познакомила слушателей со стихотворением своего воспитателя Валентины Бектимировой. Мы начали учить стих с середины января. Потихоньку брала на
Ну, свободное время на изучение, потихонечку учили. Она молодец, хорошо запоминает, артистичная. В стенах школы номер 2 традиционной стала литературная гостиная, в которой вокальные, танцевальные и артистические таланты представляют детские и подростковые коллективы образовательных учреждений. В этом году основной идеей встречи в литературной гостиной стало сохранение самобытности и неповторимости каждого народа. Ключевой же была тема единства россиян. Тема очень сложная, хочется сказать, и очень обширная, потому что наша страна многонациональна, и единство сегодня как никогда такая тема, конечно же, прям животрепещущая. Удивительная гармония языков, традиций и черт трепетала живым теплом. Многонациональная Россия, самобытная Якутия с ее разнообразием культур и религий, а золотопромышленный Алдан издавна славился дружбой народов. Залог благополучия современников и потомков в любви к Отечеству, в уважении к людям и готовности к взаимопомощи. Ну, сегодня мы покажем выступление «Якутский номер». Будет игра на барабанах и на хомусах. Готовились мы достаточно усердно, около месяца до 2. Конечно, интересно, прям очень. То есть тут вот барабаны принесли, еще что-то. Разные школы приехали, очень интересно посмотреть. В представленных юными артистами композициях поднимались различные вопросы. Погружаясь в мир искусств, гости открывали для себя новые литературные и музыкальные произведения. Творческая встреча проходила в атмосфере непринужденного общения. Тем не менее, перед выходом на сцену ребята все же волновались. Представляем танец «Матушка-Земля». Вот. Готовились, очень поздно начали готовиться. Прям, за занятия 4-5 только приготовились. Но все хорошо. Стоит отметить, что соперников и лидеров в литературной гостиной не бывает. Почетные гости, в этом качестве присутствуют специалисты департамента образования, сотрудники библиотек, заслуженные педагоги и местные поэты, не оценивают и не судят артистов. А положительные эмоции и заряд вдохновения получают все. Айхаллаху ройдах, ан ейдайду, айлыбыта үйю, айонтық сөккүнде құқтан бірінір мастақ, ойо ула-улах, улах-атох, охурдах мастақ. С волшебством литературы школьники знакомятся не только в творческой гостиной. В городских библиотеках ребята – частые гости. Так, добру, находчивости и упорству в достижении целей гимназисты смогли поучиться в чудесной школе Лап-Лапыча, которая развернулась в стенах детской библиотеки. Третьеклассники стали первыми читателями книги российской писательницы Валентины Дегтевой. Книги очень интересные, рассчитанные на младших школьников. Ну и, конечно же, пользуются спросом, учат добру. 50 экземпляров издания детской библиотеки передали сотрудники филиала ДРСК ЮАС в рамках ежегодной акции, приуроченной ко Дню книгодарения. Этот благотворительный проект реализуется в течение нескольких лет. В ходе знакомства с книгой ребята смогли посмотреть иллюстрации и прочесть отрывки из произведения. Рассказы увлекли мальчишек и девчонок с первых строк. Так мы сотрудничаем с детской библиотекой уже на протяжении многих лет. Вот сейчас вышла у нас 3-я книга. Мы уже 3-ю книгу будем в этом году представлять. Один из акцентов в работе с детьми и подростками ставится на пропаганду здорового образа жизни и сознательный отказ от пагубных пристрастий. В течение учебного года сотрудники Алданской центральной районной больницы проводят в школах уроки здоровья и профилактические беседы. В рамках весеннего месячника психологического здоровья в школе номер 9 состоялась встреча со специалистами психоневрологического диспансера. Картина по наркотикам кардинально изменилась. Сейчас появились синтетические наркотики, снюс, также вейпы появились, поэтому клиника совсем помолодела, получается, по наркотическим веществам. Не представляя масштаб опасности, невозможно принять осознанное решение. В ходе беседы специалисты также затронули вопросы табакокурения и злоупотребления алкоголем. Иногда спиртное и сигареты называют легализованными наркотиками. Мы приглашаем специалистов, наркологов, работа с детьми ведется. У нас же вечернее отделение к нам относится, они тестирование проходят регулярно.
В ходе предложенной клиническим психологом игры ребятам следовало аргументировать отказ от пагубных пристрастий. К слову, доводов в пользу здорового образа жизни у представителей молодого поколения нашлось немало. Дети очень активно участвуют, им очень интересно. Они получают так больше информации, нежели кто-то им будет это просто рассказывать. В подготовке подрастающего поколения к большой жизни значимое направление составляет профориентационная деятельность. Особенно важно, по мнению педагогов, овладеть теми или иными профессиональными навыками ребятишкам с ограниченными возможностями здоровья. Первые свои изделия ученица коррекционной школы-интерната 8-го вида поселка Нижний Куранах Алина Алашкина изготовила еще в 4 классе. Навыками кройки и шитья девочка владеет практически в совершенстве и уже сейчас задумывается о том, чтобы связать будущее с пошивом одежды. Прихватки сделали, подушки шили, игрушки шили, много чего шили. Больше прихваток шили, чем игрушек. В коррекционной школе 8-го вида упор ставится на трудовое обучение воспитанников. Девочки учатся шить, а мальчики осваивают столярное производство. И сейчас педагоги рассматривают различные варианты, чтобы уже в старших классах школьники могли получать перспективные специальности, которые станут залогом благополучного будущего. Позволяет нам оборудование. У нас есть 2 хороших класса. Обучаться они будут у нас, чтобы наши дети по окончании 11 класса получили удостоверение швея 2 разряда и столяр 2 разряда. Педагоги постоянно повышают квалификацию, а также взаимодействуют с коллегами из других районов. Недавно состоялся обмен педагогическими делегациями между Алданским и Мегино-Кангаласским районами. Мы ездили буквально недели 3 назад в Мегино-Кангаласский улус в количестве 54 человек. Поразились, научились культуре, национальной нашей культуре, посмотрели, как они работают в летний период. Чуть позже работники образования Мегино-Кангаласского района побывали с ответным дружественным визитом в Алдане. В состав делегации вошли 40 человек. Педагоги детских садов и школ посетили порядка 20 образовательных учреждений. В селе Хазилстыр нам ребята показали очень хороший, прекрасный, удивительный концерт. И показали свою школу, деревню. Было очень интересно, увлекательно. И надеемся, что наши руководители что-то полезное, что-то нужное для себя взяли. Какие эффективные программы образования реализуются на практике? Насколько разнопланово ведется работа по приоритетным направлениям воспитания и обучения? И что в планах на перспективу? Педагоги школ и детских садов рассмотрели массу вопросов, задач и проблем. Все знают, у нас ВПР нет, ОГЕГ нет в садике, и у нас это главное условие качества образования – это среда. И поэтому наши руководители, старшие воспитатели именно смотрели на среду, как они оборудованы в садике, что они откуда покупают, что берут, деткам, что делают именно руками. Все было очень классно, конечно, нам это очень понравилось. Образовательная и воспитательная деятельность направлена на охват всех сфер жизни подрастающего поколения. Свою главную задачу педагоги видят в формировании грамотной, свободно мыслящей, социально ориентированной и творчески развитой личности, трудолюбивой и ответственной, усвоившей нормы поведения и духовно-нравственные ценности.